Самый важный хадис, без которого нельзя познать суть ислама. Самым важным и известным хадисом в сунне посланника Аллаха, мир ему, считается хадис Джибриля. В этом хадисе Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, описывает один интересный случай. Незнакомый человек пришел к пророку Мухаммаду, мир ему, и задал ему несколько вопросов. Удивительно, но задавая вопросы, незнакомец сам же подтверждал правильность ответов, как будто был осведомлен в отношении этого лучше пророка, мир ему. И только потом Умар узнал от посланника Аллаха, мир ему, что этот незнакомец был ангелом Джибрилем. Таким образом, весь этот разговор, состоявшийся между досточтимым пророком, мир ему, и Джибрилем, нужен был для того, чтобы обучить мусульман религии. Текст хадиса. Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Однажды, когда мы находились в обществе посланника Аллаха, мир ему, к нам неожиданно подошел какой-то человек в ослепительно-белых одеждах с сине-черными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, мир ему, так что колени их соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об исламе». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Суть ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время месяца Рамадан и совершил хадж к дому, если сумеешь сделать это». Этот человек сказал: «Ты сказал правду». И мы подивились тому, что он задает пророку, мир ему, вопросы и подтверждает правдивость его слов. Потом он сказал: «А теперь поведай мне о вере, иман». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределенность как хорошего, так и дурного». И этот человек снова сказал: «Ты сказал правду». Потом он сказал: «Поведай мне о чистосердечии, ихсан». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Суть чистосердечия в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его. А если ты Его не видишь, то помни о том, что Он поистине видит тебя». Потом он сказал: «А теперь поведай мне об этом часе». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Признаком приближения этого часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». А потом этот человек ушел. Когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, мир ему, спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и посланник его знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это Джибриль, явившийся к вам
чтобы научить вас вашей религии. Слова посланника Аллаха, мир ему, несут в себе огромную мудрость и знание для верующих, и данный хадис не исключение. В нем посланник Аллаха, мир ему, раскрывает простыми и доходчивыми словами суть основных положений ислама. И по сей день многие мусульмане начинают знакомство с религией именно через этот удивительный хадис.